Очередной диалог власти и народа. В административном округе Насыркорске прошел плановый сход граждан. Наиболее актуальными граждане считают социальные вопросы. Не обошли стороной и причины нарушения стабильности ситуации в регионе. Слово Ибрахима Цураева. Первый пункт повестки дня схода обсуждался недолго и никаких абсолютно споров не вызвал. Насыркорт – родина просветителей, богословов, литераторов и спортсменов, прославлявших Ингушетию во все времена, единогласно выступает против приверженности крайним взглядам и насилию. Конечно, Насыркорт решительно осуждает проявление терроризма в любой форме. И сегодня это мы единогласно высказали. Это ни один здравомыслящий человек не может одобрить такие проявления, тем более в нашем народе. Открыл сход относительно новый глава округа. Иса Газгиреев возглавил администрацию 3 месяца назад и в наследство от предшественников получил невысокие показатели по сбору коммунальных платежей. Чиновник, обращаясь к собравшимся, в очередной раз призвал своевременно расплачиваться за услуги, постепенно избавляться от долгов. То, что мы едим, нам хлеб не дают в магазине, если деньги не отдадим. Сахар не дают, ничего не дают. Поэтому нам могут и свет не дать, и газ не дать. Это обращение Исы Газгиреева было принято с пониманием, но последовали и встречные требования не к муниципальному чиновнику, но к поставщикам энергоресурсов, касающиеся повышения качества оказываемых услуг, необходимости соответствия напряжения в сетях заявленным данным, но коммунальщиков в зале не было. К слову, абсолютное большинство пожеланий жителей округа, пришедших навстречу, невыполнимы на уровне руководства местной администрации. Касаются они, к примеру, распределения участков под индивидуальное строительство. Многие в Насыркорте все еще не хотят мириться с тем фактом, что свои 6 соток они, если и получат, то только на самой границе с Малгобекским районом. Наиболее полный список просьб и требований к президиуму представила директор 17-й начальной школы Назрани Ханифа Марзиева, на базе которой и проводился сход. На следующую встречу обещали пригласить чиновников регионального уровня по компетенциям. Единогласные участники схода, как представители администрации, так и местные жители, были не только в осуждении терроризма, но и в призывах воздержаться от загрязнения главной водной артерии округа, речки Нясыр. Ибрахим Цураев, Ахмед Исмурзиев, Нейп Тичев, Вести, Ингушетия.